Ну, хочу, что это из чуть я хочу. Шата визер. Хайкош, ну, господа чеченские атеисты, угомонитесь, Бог. Дали Бог. Успокойтесь, атеисты, успокойтесь. Именно в Аллаха надо верить, да? Если ты в Аллаха не веришь, значит ты атеист. А он, кроме Аллаха, Камил Войсон. Sun, eu faço, deu, se rica, e nem что верю, я верю, но знаю. Золотой теленок Сейлор, и корейка дядя Леша тянул чулом, когда он уже к нему пришел, и папка этот, в ухо миллион, а что так много просишь, аж раз за папку? Он уже сказал ему, когда я прочитал эту папку, я потерял веру в человечество, да? Сума Аллах, да? Когда я узнал, кто такой Аллах, Я потерял в эту веру. да, полностью я там. Я же не знал, что он такой. Самих нет дать навчанец. Это можно Я же не шхазучи. знал, что лист боя. Ну да. А ночи Джима Кира, стержень глаз. Вот его это шумолятись. Никогда в жизни. Даешь рабство дозволять. Ты не тикечнах будешь. Царях лейш беш. Царях наложишь, ешь, зудершах. Даешь лейш, ешь. Леву согласен. Там, чтобы там можно было зайти к брату, узнать право отца, это, как дети там, что там, чего Аиш Сарыч, Гелгал Машхиду, Шлудинда, Цведин, Вандатис, 53 года, еще Качбель, Бейрах, короче говоря, и говорить страшно там, Бейр Далинаг, Хайзинаг, и поймал Хильчо Динчо, Цуна поймал, лил, молил, короче говоря, один доуз без, один дадич. Его чуша бог, значит, силе уиз, вей уиз. Так, noch still is er from dat het hier die duizend chult ja, die duizend dat mal luch schwakluch lile schwu. Duizend dat chult er lalta wel nog iets wat его er staan, maar jimbash это. Стержень и nog iets wat, юрши глаз. Вот его солдатис. Кормление грудью там. И вообще там блед мыйти говядин. Дуй бедный, дуй хальба, магия что день дать. Вы молоты. Это равносильно тому, что врать Олицына поощряется это. Разрешать я шел. Мама от появления думала. А фактически Аллах, я говорю, и Аллах, вас вот и вас еще да, сана аур. Ой, самобыт, культура, егом даяхшик. Эрш, мат табахшил, динду, вот и молотис. Дела цершем практически доехал до Лон, один Ой, войне. бог, цундель, методоль, мадовой куда. Деште кун лил, двоешь.
ночью войти, обусолбаться, ночью войти, бош. Уже к этому пришли, мы уже упираемся в это дело. Вы цыган, ждешь ты уже. Школа, вот, там, 2 часа. Факультативно там преподавать, я ж 2 часа там. А экзамены, моя, амца бичевую шо бош. Амир будет. Вот там бог шло. ЮНЕСКО признала исчезающим наш язык, лозунг 5. Обусолбаться, ночевать. Tezes, daher Jesi Bosch, wirklich Madrid. Мама пойма света Денис. Утром умер, сразу через 2-3 часа отнесли и воткнули в землю тебя, и все тут. Tezes, чуешь, и да уже разговор ждем, шмаду на эту тему. Чичало Мегардуй, Магинду, но вы и Дилан, да, свож уже разговор. Пиндюрю я ж мою. Уже нохчала, ох, я дешвала. Куди хамабори, а де прямым языком от вождь, другим не объясняйте вождь. А де цаум мало, сей коренными зубами бож. Вы диндуете так. А вот машина, объяснить-то дес, раскрыть-то дес, если раскрывать-то дешь. Что могу штигаться, что голду, да что шон царь бож. Зеленый комиссар Масаметя. Я болеешь. Валентиновый, не Малар дикит, не Малар меча дикитан цигацу. Малар меча дикитан. Ценовый, не хоть ценовый алю. Уж шли оба нахбац, но вы ахуш. Сана я царец. Хина вес золота, хилду сега. Шера. Шоз дордара. Шоз лич. Кузда, это как праздник, то шли оба нахбац. Венца, сатену енель, шло биться. Мама поймаша. За ночь. Шехило, сайт до джолиакш. Собеличится лишь левосек. Целуя на букваш. Цена сосалили иги инцена. На этот черный камень клайн себе шлишну. Аж заваш. Сушкварт был верч. Цан до ша хинц дим бейрсен цан лой бош. Умш эшбич. Кучу денег тратят туда, ездят. А еще 2500 человек каждый год. Видишь, вот эти коуч без пятига. Хотя бы я еще понял бы их там полдня, например, задребешь, полдня сегребешь. И так и ули. Вот и раю же мети. Вот и мир, что вот сега левее, сега ульшул. А вот цена-то, газолдешь сега ванча, велита. Султан хави на шон козык. И что, дин диешек. Султан всегда ван, сега видел. Дин диешек. Ноччан, дилер шует. Это речь. Артист погорелого театра. Joskus Habboten. Nostru Matvics. Edukelme. Albo ui. Sīva juksu leis. Käsmäjäl. Idilas sujats vieskus. Ja jäzimek. Адешан, реальность, адекшен, пиц, дулиншена.
Жидк шазин, мадуиз. Мечаду и жидк шазин. Петрал день корт бет дези. Хан бечбу. Новшество шмоёц. Уган бечбу корт. Саудовый даван, но новшество мек шаз вулкал. Мама твоя маслинова. Хуй сделал. Шейтан мадатели хан бечбу. Бечбу тук шлец. Крышту цату больше я халса. Сунту гештельцали толкши. Народ, количество увеличилось. Кошей, да вот, нифига уже там построили 3 столба, механизировали это, делают лучше подачи, еще продают эти камни там. Анхуясь, ну, и ритуал пройти и ешь убогш. Бангонский стези. Сега 2500 человек, видишь, сега каждый год. У шуматец. Новшество мое как раз это шейтан дешную ехал, что царит лучше. Костол, да, вот, den уже тогда там. А вот лучше пошел больше был. Сега еще там убивали друг друга. Они такие стелшин царя. Представить, да, еще картина. Новшество ее. Да он трех царь. Новшество. Мулили царь. Davok жükti bolstu jurtādo molšu mērdu. Tā bagalo būs. Полковник utiet. Да, твои новшество. Муджаич lahu. Сейчас лилиш уже беда. Новшество шлилиш. По этим, по правилам там у них там расписано было. Туалет. Ну, американцы что там мутили, а ластыши и Советский Союз большая. Они какой-то засасывающий какой-то туалет сделали, американцам он очень понравился, очень вот. А свой американский, у них все время проблемы с этим туалетом. Проклятие американской космической программы это туалет. МКС غاسقي بوك تشوح جيوه خير تولد يخ شي تولد شو دغيت بوش американш богу тербачиш богу что то долго цапал барцерил потом они починили это масях шо хало буху приял шо хало тербачу غاسقي тоже бывает проблема. Ну, да. Поломка, но вот с конструкцией у тебя. То есть это, видимо, это какое-то неблагородное дело, и большие мозги к этому не идут. Так-то всякие случайные люди его не делают, что и поручить тем чувакам. И он так и ну, так у них и нормально он не получается все. Хотя видели на эти деньги большие суммы догадываются. А до Кундона, что расчет и космический корабль направить облет хабах клоиш используя гравитацию то Земли, то Луны. А туалет нормально делать не могут. Да, все время какие-то проблемы. Это, видимо, ограничены в этом. Жестко, короче, вес и вот, пространство. Ну, это он ограничение условий, что ты должен это соблюдать, разрабатывать. Да, тебя загоняют в какие-то рамки. Но все равно там, чего صحيح قالوا что люди не ошибаются. И еще, наверное, к этому не идут. Они там заняты ракетами, кораблями, а туалет делают какие-то
левые китайцы с индусами. Наверное, никто не хочет PhD по сантехнике получить космических. И думаю, представь, ты, не знаешь, после работы там, Барри Ох, короче, там с девушками знакомишься, ты где, в НАСА работаю, что ты там делаешь? Я туалет. Как-то это тебе сразу же очков сбавит. Сurt keskuudessa на той стороне Луны, Ишкенга, видеосъемка Шунцейна больше, уже надо больше. Серьезно? А единица, дяхница? Чонкшини? Шико сурт, ну, различ, пока обычно ще коною обычно дага. Шварт, Да, his фотоаппарат, мощнее моей, халовича, лишь Шунца даха, и побольше. Видеосъемка Шунцейна больше. Подозрение, что уже те больше. Действительно, он сильно писал, что пленки не в эпоху хватило. выпускника видео массовым читаешь, теперь по полной программе всех завалить этими фотками и всем, чем только можно. Да, сайт, да, Должен выкладываться. Иди ты все селханцана остаются. Somar būsim dēlā навижли худутияла, ну, Россия шуз. Хухор что тешь, луна так белшму барач. Да, я спрошу чат GPT, он побыстрее мне расскажет дальше. Это все ерунда, это все выдумки. Он не может. Никто тут да, не летит может. А кормить же может. Приходит, чувак. Чат GPT. сторонником лунного заговора, да? Sancho, Parkins и Дахнул, Сёрчля, и окружность Луны зачулся идеально гордил Шанлитиум. Гена, мобарыш. Ламанхо, где-то 3-4, по-моему, диаметра от Луны они, по-моему, находились. Мелбарыш, Тесла. 7-8 тысяч километров, по-моему. Даже больше. Струсина яйцо не знаю. самяцкие вблизи. Я не знаю, но ты можешь на Луне не низкой орбите, а вообще близко подойти. Та проблема, что там километров 60 поверхности может пролететь, если там 2-3 тысячи километров пролетать. Может, они там чисто для безопасности. Так. А так технически там в Веймелле 250 километров в орбите спутник Щукой или Аида. Возьми, Луна 6 раз меньше. Там наверняка можно 60-70 километров над его поверхностью кружить. Низкие орбиты. Не, можно не сваха. Халха юрцарес, так Луна притягивала, и они, Луна по ее орбите подоболаруш. А тут они же на лунную орбиту не заходили, чисто использовали гравитационный маневр Гейнборуш. Поэтому это считается самый Гейнболь от Земли полет Майер Ларлуш. То есть этот Аполлон 13 побитий рекорд. Гейна Боруш от Луны. Да, они как бы безопасно делали слингшот. Ну, просто за Луну залетали они. Раньше они не залетали за Луну. Не, залетали за Луну раньше. Ну, типа залетали. Сторонник лунного заговора. Хотя, перед тем, как это послать, они то же самое, что сейчас делают, только не так далеко. Не так далеко. И командируя того экипажа, который якобы Луну облетел тогда, он в Советский Союз приехал сразу же, встретился с этими космонавтами, и вот непонятка была. Кстати, одна из этих странных непонятностей, это тогдашняя лунная программа,
Зачем вот этот майору и полковник ЗАОКает ВВС США, командир этой, и просто посетил Советский Союз. Нафига? И эти приняли его, там что-то с ними там поболтали. Королевич. Они почему-то, короче, да, чтобы вот показания не путались. Так, işte dinleyiciler da vurdu bildiğin satırdı. Я не хочу быть заклеван, как сторонник военного заговора. Не, собственно, я konuşuyorum. Teori заговора, докумушка, я и чакаю, аж было целый день подсунут виновен теории заговора и еще очень много. Факт Молотова-Риббентропа секретный протокол из теории заговора или Тесла. На тот момент они тебя бы подняли на смех и сказали бы, что теоретик заговора. Да вообще в СССР все преступления, что происходили в СССР, от момента еще сторонник теории заговора. Вот и что, может быть, слишком очевидно уж Алилашевич, а Чак Масадони постоянно, короче, подводный камни шел, что конечно, ценило, что он. Вот нашел странный хитоксоний. Ладно, посмотри. Я сейчас тебе прочту. Я этому вопрос задал, когда он прилетал, этот американский астронавт с СССР. Да? Да, прилетал, американские астронавты, облетевшие Луну, посещали СССР с дружескими визитами. Фрэнк Борман, командир экипажа Аполлон-8, первый пилотируемый облет Луны, вот такая в декабре 1968 года посетил Советский Союз и в июле 1969 буквально за пару недель до высадки Аполлона-11. По приглашению Института советско-американских отношений он встретился с советскими космонавтами, посетил звездный городок и Ленинград. Прикинь, Ламагов, у них секретный проект, они летят на Луну, у них гонка, короче, они друг друга воруют, скрывают, идет страшно. И тут человек прилетает за 2 недели до высадки Аполлона-11, облетевший Луну астронавт, летает, беседует с космонавтами, звездный городок посещает. Это что такое? Что за бред? Хажа Тесла на районе, короче, участкового. Преступность на нулею. Ты боишься, что ты потеряешь работу. А куда? И ты за бомжуать. И что, давай, короче, я тебя нет-нет буду наряжать, короче, да, сон. Нет-нет, короче, фальшивый пистолетик умалурен, правда, он стрелять особо не будет. А загорел урен, что бил бандит твой дом, и ты не будешь подыгрывать, дальше. А вот, бери. Особенно, он не так-то и видно, что тут его бороться не буду. И Советский Союз, высокотехнологичный, короче, инзали, бьёгна, буялаской, имадыченко. И сами русские потом уверуют в это, действительно, сейчас шоду. Ишь бог, царятся серьезные, короче, собакой. Куркен Тибоя, из Европы, бог, из чего и Европа. Не бойтесь, я вас защищу, бог, да, все, короче, я Америку, их обордуч, и Европу, да и те, что ишь десятилетиями, хабакер, агенты. Давайте ваше золото, морда. Да, золото, у нас надо прятать золото, у нас вот в наших банках надо ваши деньги все прятать, бог. Tāpēc šie banku šādu ключ, jūs, короче, jūdījuši, ka nādam, that's
Что доллар, что хотя на сумму дайте мне взамен золота, короче, так как вы обещали, как вы привязали свой доллар, золото, 74-й год, короче, а мы, короче, все, больше не будем взамен доллара давать золото, изи отменим, бицар. И мосу авара, эк дыня, паса более уж за все эти десятилетия. Кстати, ладно, тогда мы еще про этот лунный заговор говорили, Сахошал. И у меня был мой самим мной придуманный аргумент за и против лунного заговора, что они 6 раз на Луну летать, ни разу с собой не взяли там, канадца, англичанина, там, француза, то есть союзник Швеции. И раз, вот в этот раз они канадца с собой взяли. Как будто нас слушали. И Лерса, сейчас мы действительно реальный полет сделаем, Албан Борис, что Халхса, Ажан, Мелтулов, и американцы никогда не опровергли. Гагарин сбитен был, пал бац, короче, когда я пролетал над Южной Америкой, она такая красивая была, ну, на самом деле, солнце, я в этот момент, ночь была, ага, вообще путать я ну, почему-то братан, да, хламуанцы. И раз, короче, и Аполлон, и миссии сейчас пишут опровергаться, и он лучше поддерживать беж, и один лидер, короче. Да. Сейчас американцы подсуетятся и первыми высадятся. И за все это подготовят место к этому. Китайч от Агари, але Тесла, шатеги, Китайч бас аж üç buçuk bagaj, да, сенсации, он все движения мои, молодец. Но китайцев всегда можно подкупить. Как и Никсону, Мадерову, что-то им обещаешь, а китайцы купятся на это и согласятся молчать. Там, обмен на какие-то технологии, какие-то плюшки в торговле, что-то. То есть китайцы, бац, видишь, которые за правду там разоблачить, версии, да? Есть то интересная теория по поводу этих. И ракет сейчас запускать, то есть разные страны, в космос пытаются. Вот Суналя, что интересно, у нас кучуются реакции. Ламаху, напомни мне, как-нибудь заседание, очень интересная теория, американцы делают, что с этим. С ракетными программами. Оскорбление чувств верующих Богу, духающих вообще. Выяснили, я чувствую, да, вы оскорбляете. Не надо так. Всю веру в человечность потеряем иначе. Не, вообще в этой ситуации любое научное открытие считается открытием, если его повторили в другой лаборатории. Так оно, если независимое подтверждение. В данном случае у нас нет возможности подтвердить это как бы на веру. Кстати, и вопросы даже, да, вы верите в полеты американцев? Ну, то есть верите, не знаете, а верите, вот верите Богу, верите. А верить надеюсь, на веру у вас нет, поскольку нету независимых подтверждений. В этом случае, когда они там садиться будут, Санчо Ламов, когда планирует через 2 года, планируется, но навряд ли через 2 года это будет. через 2 года, через, можно, на 5, короче, даже растянуть это. А я Маяц, корабль Маяц, который лунный модуль, что у них нет пока еще корабля. Орион, он даже не предназначен до этого, чисто для облета. Он даже не был предназначен, чтобы зайти на лунную орбиту.
Это понятно, но материя мы, Безоси мою, они давно этот модуль спускаемый лунный делают, еще обиделись, когда их кинули, короче, и почти принял модуль, не приняли, на маски переключились. Подожди, а Маск хотят сконкурировать Яшу или что? Ши отдельно лунный проект. Я юг старший пюх, то ли лошадь. Он же ее хочет туда посадить. Так знаешь, у него отдельно Шия Ёпцаны, да, он отдельно на Луну летит, как частное лицо, видимо, а не от НАСА. Безос самого тоже отдельно. Безос вообще с этими хочет скооперироваться. И британские компании, Реламовку, как она называлась, Fusion который sayılır. термоядер. Pulsar Fusion eri. Пульсар, а. Сейчас сам скооперироваться, давай, и так, и хочет таким обскакать Маска вот таким способом. По-другому, я говорю, он Маск гениальный, да? Сейчас я гляну, по-моему, Маск тоже хочет отдельно. На нас как бы отдельно летит на Луну, а Маск как бы отдельно летит на Луну. Но старший вообще надо дозаправлять, бо даже орбите на Земле, на земной орбиту Хальяш, ее надо обязательно дозаправить, бо он все топливо использует чисто, чтобы добраться до земной орбиты. И за решить тенять, бо уж попал борцер. До Луны вообще ему далеко. Ну, да, с дозаправками, понятное дело, но у него потенциал, знаете, что он на низкую орбиту, потом заправляешь, тебе на Луну, сесть на Луну хватит. Может, даже и чем-то там, не знаю, вернуться, есть возможность. А может, они там будут делать метановое топливо. Лед могут сидеть в кратерах на полюсах. Лед там, CO2, и можно метановое топливо наяривать. Солнце хочет сам и такую. Но в теории, да, совместно улетели. Ну, конечно, такие интересные, и никто не задается вопросом, Саудии хата школу, что и 60 лет назад, очень хватит, да, уерса, будто и корабль нахвакш бош, да, без проблем, шоу, да, так, двонец, ажват он верса боксан, а проблем очень. Тут, технологический скачок, он мел гениальный, из-за киснайл смартфон, için возможности у компьютера целый комната yok отцу хазин технологию, связью, моссухумевой, и до сих пор не могут, что так, и могли ли они раньше, Оля, да, хата могла, да. Хорати, Твиттер, они их сдали в музей. Ну, типа сдали. Который 130 тонн, по-моему, может на низкую орбиту закинуть. И со Сатурн 5 мощные ракеты. 3000 тонн весит, только то есть 3 миллиона килограмм получается. И 3 штуки они, каждая стоит там умопомрачительную сумму, и используется, если типа музея. Полетчица цель. И он брал наверх тут же. То есть они на время руководить проектом назначили, как закончил проект, его сразу убрали. Так Урвух, короче говоря. Тесла, фон Браун на самом деле отвечал только за конструкцию ракеты. И электронику я шел поддержку. Он хандик насколько электроника поднимает КПД. И на любые, на реактивные двигатели, на двигатели внутреннего сгорания. Даже если вы паровой мотор не дала, и цунат я из толку инзарио, лидер, с компьютером, бортовой ECU, кая гожик шамяля гуммы, вот подключите еще.
еще деревья ухин сарсакис на телефон, нет? Сатхашу алхилю лаптопи, ноутбуки, и тут 2 раза мощный юг с телефон. Ну, это он. Тут садил видео, редактировать его, когда их можно бы я думал телефону. Но еще пишу алхилю фотокамера, оли камера его, я. Почему, собственно, это 60 лет назад хилил технологии хинского латинзаря, разница моей, семимильными шагами, чем без колледж, мы там конкретно скачок сделали. Так, хинси из на Луну, цабалуш, волнах, богатые школе, хитху 60 лет назад. Ну, насчет реактивных двигателей, тоже тягаться. Ну, там ограничения физические, то есть это разница очень союзу с тех времен летать щерка, кислородная, керосиновая. То есть я тягаться фундаментально скачали, да, да, короче, это взрыв химический энергии. Столько-то можно взять с этой пары и все, короче, там, да, какие-то улучшения будут, там, 3%, 1%, 5%. Но фундаментально, yok yok реакции. Тот же МиГ-15, реактивный двигатель, и Rolls-Royce скопировать. Хотя и сейчас его можно поставить на самолет, и он такой же реактивный самолет. Это особо при разнице. Меньше работать будет, и саму материал лучше стало. Лопатки быстрее может износиться, может там какие-то датчики сейчас современные есть, которые лучше контролируют. Все. Но фундаментально сам датчик. Двигатель этого шаттла, Space Shuttle, который все вышли из этого двигателя, он все еще самый мощный. Эти 450 секунд импульса водорода и кислорода паров, он саннахи, все выше, это максимум климата. 3 километра в секунду. Газ источат химическим способом выше невозможно. Все, вот граница 3 километра в секунду. Я тебя, что современные компьютеры как-то тебе сильно помогут с этими прямоточными реактивными движками. Единственное, ее из спайкерш двигателя, который работает хорошо, и в атмосфере работает хорошо. Но его бросили делать еще в 70-е, перестали. А сейчас вот это детонационный двигатель реакция, что 20% приводит к япончику, эти времена стишь. На себя будем делать. И детонационный двигатель реакции. И вот современный. Тут он ядерный вид реакции, ядерный, плазменный и большой ионный двигатель. Еще это отдельный класс, там у них хорошие есть, там продвинутое что-то сегодняшнее. Но вот химические вот эти двигатели, они, в общем-то, не изменились особо в этих 60-х годах. Фон Браун был руководителем всего проекта, не только техники. Его назначили всем руководителем в какой-то момент. Электронная поддержка, короче, Эрен энергии цеягио. Какой Холливуд, Илон Маск и ракет Халая погуляла немножко в космосе, вернулась и села прямо на свой этот docking station. Электронные поддержки Кинзлер, новые технологии, Цавачхал вдолу дарим. Да, и электронной поддержки очень раскоши ракет Якшмахали, все эти 33 двигателя и Н1 ракет, и они в разнобой работали именно потому, что не было нормальной электроники, которая позволяла бы следить, и чтобы они синхронно работали. Постоянно Вернер фон Браун, он нашел вот этот другой способ, поскольку Ахмабар, электроника и датчики, какие-то, ну, датчик, что это,
На такое дело хватало тогдашнего датчика, тогдашнего. Короче, все эти аналоги, компьютеры, сенсоры, лазеры. На тот момент уже было все наводить себе еще по тепловому ракеты, все это вот на тот момент было. И тогда еще немцев было. Я тебя, что это сумма. Просто эта электроника, она больше места занимала, и она сложная была, там куча проводов, там она операционные усилители, его налепляли, там валяет конденсатор, штара. В общем, двухпаятельница целый. Будешь, но они свою задачу делали. Это довольно сложная электроника. Но вот электронику, вот, удивительно, что ракеты двигатели, что он такое может. Маску и ракеты ящая, да, что там насос, все тяжело, важно. Вот этот насос туда нагнетает вот это жидкий кислород и топливо, по трубкам ходов, камеры сгорания смешивается и взрывается. Кислород, водород, там взрывается. Так, и насос важную, чтобы ровно выдавать столько-то, столько-то, и еще он под режим подгоняется еще когда электроник следит чтобы его не крутить, вот этот насос он аккумулятор есть, он электродвигатель есть, он видит, он еще какой-то режим у него должен быть, хочу пушить, если что пушить. И чтобы вот это делать, там и ша уже и легкую, когда начинается процесс, уже и хаузишь, короче, насос, не что плавишь, короче, раскоши, и 180. То есть если двигатель, как бы, тепло вот этого, частично тепло этого двигателя использовал, чтобы раскручивать там, не знаю, лопатки на не или щупаешь, маску еще где отдельно насосное электричество, но и то это полуассоциация какой-то новый. А так это довольно простой технология. Там нет электроники, это фундаментально. Получить заготовки двигатель ракеты благодаря электронике, как говорится, фундаментально сильно оптимизировать. Двигателя внутреннего сгорания 60-х годов и современные. Легкую и лампу. Благодаря вот этим сенсорам, электронике. Двигатель, сам двигатель, да, им sunt dictadores, но sun прогресс моей гушинс. Илон Маск иногда, к примеру, у него и двигатели меньше, и корабль гораздо легче весит, значит, электронику все-таки как-никак и вес яц, и за счет своей компактности вес буквально на лицо. Давай, общая разница от Тесла. Вот, и видишь, электронных пырские цапали, то КПД повышает, но и все равно там на 10% увеличивается. Давай S-бара, Сега добавили шестерню определения положения коленчатого вала, распределительных валов, датчики детонации, датчик отработанных газов, все еще с компьютера чуязывается управлять с датчик штани. Подает и количество бензина, количество воздуха считает. И крейсер Honda сал карбюратор, еще адыгдеш. И механическое зажигание, трамблер. Вот сега угол опережения зажигания ярца один на вакууме.
за счет оборот мелкого создается угол опережения зажигания. Хипсер все, как и модацер. Спутник зажигания, хол карбюратор, хол свет. Какой спутник? Разница, Тесла, Хаузла, Жигулевский мотор был Санчос Бютер. Жигулевский мотор, вот, фиатовский, из-за модернизировать Минцунах 1.6 Беншана, 86 сверх, 80 р, я не помню, лошадиных сил Байери Санчосен. Ну да, примерно Эштерх. Хинс и Санбола 1.6 мотория, представь, да, 500 лошадей пород, халёхшил, бензиновый, просто турбин. Да, но все же ракеты простой схемы и прямоточный двигатель. Просто впрыскиваешь 2 порции этого, оно взрывается и через люди тебя особо датчик шрифтин, само режим, что идти, там особо это. Ну, да, ахмабар, все и наски, ракеты, это все как бы навигации, люди, короче, их связано, положение его, то есть с этим связано улучшение. Чуешь? Но это не такое фундаментальное прирост. Сейчас мы сравним, кстати, Сатурн 5Т и маски ракеты. По-моему, маски гораздо везуем, чем Сатурн 5Т. Вполне может он тяжелее. Бех мобил, что Тесла, югор лучше. Двигатель ДВС, а для мой что Шо, не сахатруа, это же солнце, что югор штиксализм. ДВС рассчитывать, да, я сказал, что сравнить можно ДВС 60-х и ДВС сегодняшних. Так что фундаментальный прирост Ютига больше. Да, ДВС все равно Ютига. все так, все низкое. Все то же самое. Аллар, электроник, цены раскачать не на царе, плюс турбинки. Луна ракет حل غرصة تمشي صغير год СР, таймши дать, вот туда высадиться, потом как-то эту капсулу поднять, подсадиться к кораблю обратно. И там нереально должно яйцо. Ну, там же меньше мои зоны. Топливо кес будет, если он слушает, что Но меньше если это же спутник же не висит на одном месте, чтобы вот это все рассчитать, он будет бяхкать хайовчин, чтобы туда воткнуться, это вообще какая точность там должна быть. у них был этот 16-битный компьютер. 16-битный компьютер, Бендима, да, 60. Нет, Дэнди 8-битный, иду. Я смотрел его компьютер, навигационный, 16-битный компьютер, и его вполне хватит, чтобы такие расчеты делать. Ну, в первую очередь надо определиться и надо сказать, что Луна и Земля идеально точно ходят. Их можно точностью там, до миллиметра сказать в момент. Луна мечах, Дуня мечах, под каким углом будет. И точность лучше нам повезло от Сумантя. И поэтому это астрофизики, они могут высчитать любой угол, любой халкумяции астромеханики, там все четко. Режим корабляции. Вот они высадились. Вы имеете в виду, что вот с этого корабля они как бы взлетают и сразу на землю, что ли? Бухаюсь. Не сразу на землю. На орбите остаться до Олджо. Летать типа штаб. Если на низкой орбите Земли это сколько там, 250-300 километров, то низкая орбита Луны это будет там 50-60 километров. Можно еще ниже, кстати, даже воздух дать
трение, гоять. Вообще может там на 10 километров спуститься и круги наяривать. И когда спуститься на платформе, тут уже и капсул ехал, и его платформу Бухарич. Опять-таки там, по-моему, кислород, водород, который больше всего импульса дает. То есть тебе его там, вот Субахара посмотрел, и я все равно вырывается. 11 секунд ярше бах. То есть когда он сел на Луну, и двигатель юхалатич 11 секунд бил, йога ночь. Почти на соплях они там сели и рисковали очень сильно. Тесла, по-моему, там другой двигатель уже, и когда они отстреливались, капсулу Да, уже да, там, по-моему, уже другой двигатель использовали. да, 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 ага. Который на этом, на Буха, есть ваша платформа, короче. Хотя нет, не надо посмотреть. Платформа Буха, есть платформа Халей вышла. Ну, типа старые устройства. Платформе ще двигателю, который сажал вот эту посадочную платформу и капсулу Лаха, ще двигателю царь управлять я шалел. Которые они отстреливали, это уже совсем химический какой-то двигатель, который только один раз можно запустить. Надо посмотреть, точно Сахар, да, ты можешь быть правда. И дальше все-таки навес влияет. Лучше двигатель, хочу, лучше один двигатель. Но совсем уже вес он Бухарика уничтожен. Надо посмотреть, я точно не знаю тоже. Я не смотрел. Если ты смотрел, знаешь, что посадочные взлетные. Они это посадочные оставили. Знаешь, он имел в виду, что 11 секунд еще он мог посадки шаны выгореть. Километров у них была лунная орбита. Аполлон, Да, да.